Лично для меня, как для гражданина и избирателя, не имеет значения, будет Атамбаев сидеть в тюрьме в местах лишения свободы или нет. Для меня важно, чтобы здесь, вот в рамках этого расследования, в рамках специальной комиссии, вот здесь в парламенте происходили такие события, которые бы дали историческую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева. Это гораздо важнее. Это останется навсегда. Это ляжет клеймом на него, на всю его жизнь. Вот это гораздо важнее. Да, хорошо, вы посадите его, он завтра выйдет героем. Но здесь должна быть дана историческая оценка. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что гораздо было бы важнее выносить этот вопрос на референдум. Но раз этот процесс начался, я должна внести свой вклад. Это не сведение счетов, потому что вчера в средствах массовой информации вечером журналисты стали говорить, пришли обиженные на расследование специальной комиссии, пришли обиженные Атамбаевым люди. Мы не обиженные, мы жертвы узурпации. Причем я никогда особо о себе не говорю, но вчера здесь сидели люди, которых осудили просто за то, что они хотели реализовать свое право на свободу слова и на свободу собраний. И вместо этого журналисты обозвали их обиженными. Эти люди отбыли срок. Эти люди испытали на себе все бесчинства, весь произвол, все беззаконие. Я попросила бы журналистов немножко быть покорректнее. Что касается лично меня, если мы говорим об узурпации власти, то понятно, да, что узурпация – это присвоение властных полномочий и вмешательство в осуществление полномочий и функций других органов. Я была судьей, вы знаете, я была судьей, я была избрана в 2011 году. В 2015 году в результате вот этой узурпации власти, в результате того, что я выступила открыто и дала интервью журналистам о том, что аппарат президента, чиновники аппарата президента вмешиваются в осуществление конституционного правосудия, была организована целая кампания, в котором, кстати, и парламент принял участие, мне не дали возможности даже прийти выступить в парламенте, и в результате всего этого бесчинства меня лишили должности. Но в этом не суть. Главное, я просто напоминаю вам о тех событиях. Да? И вот у меня в руках документы, которые доказывают о том, что аппарат президента, чиновники аппарата президента постоянно вмешивались в осуществление правосудия в Конституционной палате, давали указания. Вот здесь вы увидите, черным по белому написано, Конституционной палате нужно сделать это, Конституционной палате нужно сделать то. Вот здесь это только, знаете, если сейчас покопаться в архивах Конституционной палаты, вы найдете кучу таких документов. Это только что у меня оказалось на руках, это только то, что у меня было по делу. Да, возможно, здесь нет какой-то юридической составляющей, хотя воспрепятствование осуществлению правосудия является уголовно наказуемым преступлением. Да, возможно, эти бумаги не исходили лично от Атамбаева, да, их подписывал Укушев. Но Атамбаев назначил его представителем президента в Конституционной палате. Я всегда спрашивала, на основании чего? Покажите мне норму. Где, в каком законе написано, что в Конституционной палате должен быть представитель президента? Такой нормы нет. Я не знаю, есть ли сейчас представитель президента в Конституционной палате, но он был. И при этом давал нам прямые указания, направлял на письменные указания. Хотя за весь период работы Конституционной палаты в Конституционной палате не рассматривался ни разу указ президента. Мы все время рассматриваем акты, которые исходят от парламента или правительства. Но на каком основании тогда там находится представитель президента? Для того, чтобы контролировать. Не понравилось президенту Атамбаеву одно из наших решений, и он решил после этого решения, он просто волюнтаристским своим решением, я думаю, что есть указ или есть распоряжение, направил в этот орган надзирателя, свое око, который следил за нами, чтобы мы не напортачили. О какой независимости, о какой судебной реформе может идти вообще речь, если глава государства допускал такие вещи? Это вот просто как бы вопрос для специальной комиссии. Я, конечно, эти бумаги вам передам. Я уже сказала, что чисто юридически, и тем более исходя из того, что я даже не знаю, каким способом, почему статья 12, которая буквально недавно на основании решения Конституционной палаты, да, и в целях приведения в соответствие с Конституцией, в статье 12 оказались вот эти слова,
только обвинение в особо тяжком преступлении. Я не знаю, смогут ли правоохранительные органы доказать особую тяжкость преступлений, совершенных Атамбаевым. Это с юридической точки зрения это довольно сложно. Но я хочу вас призвать, чтобы все было в рамках закона. Надо прекратить жить по законам бумеранга, и надо жить согласно Конституции и по законам цивилизованного государства. Спасибо.